Всем привет! Саха-Якутия, город Алдан. Сегодня у нас 1 декабря 2023 год. Народный контроль города Алдана, Алданского района, выехал по заявкам жителей, многих жителей нашего города, показать и рассказать, как у нас работают уважаемые чиновники, как выдаются земли многодетным семьям, чтобы они улучшали свое жилье, строились. Но мы сейчас все увидим. Давайте посмотрим. Улица Луговая. Видим, вот эта вот дорога. Жители этой улицы чистят сами, за свой счет. Дороги здесь не чистятся, зимой заметаются. Дома с печным отоплением. Никакого развития у нас нет. Рядом проходит теплотрасса. Должен был построиться теплопункт, чтобы подключить всех жителей этой улицы. Не только этой улицы. И улица Лермонтова, потом улица Аямовская. Все они без воды. Никак не могут жители города добиться подключения воды, теплого и водоснабжения, отопления. Не говоря о канализации, здесь ничего не проложено, ничто не развивается. Деньги освоили, выделили многодетным семьям. Многодетные семьи вынуждены продать свои участки, так как платят налоги за землю, но инфраструктура не разработана, ни воды горячей, ни дорог нормальных. Они вынуждены продать были свои участки. У кого есть деньги, кто может себе позволить построить. Вот давайте посмотрим. Видим, дороги не чистятся, это сами жители расчищали. Ну а деньги выделяются на дороге нашего золотого города Алдана. Куда они деются, непонятно. Почему жители этих районов уже 3 года за свой счет нанимают, то чистят улицы, то песок привозят, засыпают, то, что весной здесь глина и болото, здесь надо болотные сапоги одевать людям. А зимой на лыжах можно проходить. Дети также тут живут. Можно в школу детям на лыжах прямо идти, напрямки. Ну это что такое? 21 век. Где развитие в нашем золотом городе Алдане? Ну вот так вот у нас чиновники работают. Не чтоб вот эти поля, бывшие совхозные поля, отдать под нормальную застройку многоквартирных жилых домов. Сделать хороший квартал с улучшенными улицами, перекрестками. И сносить весь самострой и улучшать инфраструктуру города, золотого города Алдана. Но ничего этого не делается, как попало. Земли выдаются, строят где-то дома многоквартирные 5-4-этажки. Прям то на болоте, то около воды, где сырость, плесень постоянно, люди мучаются. Но чиновникам там же не жить, им плевать. Они заработают денежки и уедут отсюда. А нам тут жить, выживать. Вот, надеюсь, кто-то увидит из высших чиновников и подействует как-то на наших местных князьков. Они тут уже просто обнаглели. Ну, работают они не в интересах жителей города. Люди мучаются. Это что такое? Действуют как внешние, внутренние враги. Только так можно сравнивать. Потому что жители уже до того их достали, что бегать бумажки и одни обещания врут постоянно. Обещают, что вот подключим, то сделаем, дороги почистим, и ничего этого не делается. Ну как это так? Сколько можно-то? Что за издевательство этих чиновников?
Вот такие дела у нас в золотом городе Алдане. Народный контроль специально выехал. Сколько раз обращался и глава города говорит, недавно позвонил, в следующий раз будешь записываться ко мне на прием. Это народный контроль будет записываться к нему на прием. Меры принимать они не желают, они борются только с нами, эти чиновники. Правду они не любят. Добиваешься улучшения, они борются именно с нами, натравливают, пишут заявления в полицию, отнимают наше драгоценное время. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Сака, Якутия, город Алдан, народный контроль. Продолжение следует.